Добрый день, дорогие зрители! Мы продолжаем наши прямые эфиры, посвященные закрытию юбилейного года Аизы Петровны Решетниковой. И у нас начинается рубрика под названием «Концертмейстерская деятельность Аизы Решетниковой». Аиза Петровна, начиная с 1989 года, подготовила сольные программы Ангины Ильиной, Матвея Лобанова, Анастасии Лыткиной и многих других звезд оперной сцены. Как коуч Аиза Петровна взрастила таких звезд, как Альбина Борисова и Анна Дичковская. И обо всем сегодня нам расскажет сама виновница торжества, юбилярша Аиза Петровна. Аиза Петровна, подключаю вас к прямому эфиру, отправляю приглашение. Аиза Петровна, мы ждем вас на эфир, чтобы подключить к прямому эфиру. Хочу напомнить, что сегодня, начиная с 11 часов, у нас прошли прямые эфиры, посвященные закрытию юбилейного года Аизы Петровны. И первыми у нас был рассказ нашего директора Музея музыки в 2020 году, то есть в юбилейном годе, какие у нас были мероприятия, посвященные Аизе Петровне. Были поздравления, выступила сама также Аиза Петровна. Она рассказала о значимых людях в своей судьбе. Было выступление по сольной концертной деятельности. Только что вы увидели научно-просветительскую деятельность Аизы Петровны. Сейчас по программе у нас начинается концертмейстерская деятельность. Затем будет рубрика под названием «Музей и общины». Далее вас ждет музейная деятельность Аизы Петровны. И в самом конце, завершения этого дня мероприятия, мы презентуем видеоколлекцию из Золотого фонда НВК Саха и Музея музыки и фольклора народов Якутии. Итак, Аиза Петровна, мы ждем вас подключения. Мы ждем нашу Аизу Петровну. Аиза Петровна, еще раз. Я слышала вопросы. Вот вопрос повторите, пожалуйста. Ага. Аиза Петровна, мы начинаем нашу рубрику под названием «Концертмейстерская деятельность». Как коуч вы подготовили таких звезд, как Альбина Борисова и Анна Дичковская. И обо всем об этом, где вы были, в каких конкурсах приняли участие, об участии в ООН, просим вас рассказать, поделиться. Ну, конечно же, начнем с того, что как-то вот судьба сама вот соединила нас с Альбиной Борисовой, потому что когда она приехала из консерватории из Свердловска, то никого в городе не было, чтобы подыграть ей для директора, который вообще не знал, кто такая она. И вообще, ну, действительно, из комиссии было 2 человека всего, сам директор и там кто-то еще.
Вот, я была в комнате, и поэтому это ученица Анастасии Петровны Лыткиной, и тетя Настя попросила меня. Ну, я ей сыграла там песенку «Стрекозы», вот эту вот песенку, еще что-то, ну, легкое, непритязательное. И вот, конечно же, мы поговорили еще и с самим директором тогда. Вот это был вот человек, который до этого вот, возглавлял отдел культуры города. И вот накануне поездки в Монголии, и, в общем, мы вот так вот сыграли, поступили, она, значит, поступила, ее приняли в штат оперного театра. Но вот, знаете, мы не сразу. Дальше я же не работала в театре, и дальше я вот удалилась, что называется, но никто из концертмейстеров 4 года не занимался. Потому что очень трудный голос. У нее беспредельные верха, середина слабовата, ну, а низов вообще, простите, не было. И вот, значит, бесперспективные говорили, ну, через 4 года она съездила к своей учительнице в Свердловскую консерваторию и вернулась с программой, вот на будущий год будет международный конкурс имени Мусоргского, и мы просто вот выбрали, что мы будем играть на первом, втором, третьем туре, и вот каждый день, вот как раз тогда у меня было очень трудное время, и развод там, и со здоровьем там все это. Но вот была она, и поэтому, значит, делая музей одновременно, значит, общественный еще был тогда он. И вот мы с Аллой Абрамовой это здание, получив Русско-Азиатского банка, его охорашивали, его всячески благоустраивали. И вот и тогда еще приезжали по приглашению Валерия Шадрина посол Америки Мэтлок с женой. И вот нам еще поручили программу для этой жены, как мы ее называли, значит, в общем, Ребекка Мэтлок. И вот мы, извините, сейчас все-таки соседи, они делают ремонт. Я попрошу, чтобы сходили. А тем временем я хочу показать выступление Альбины Борисовой. Итак, сейчас будет отрывок из выступления Альбины Борисовой. Вот, ну хорошо. Я покажу отрывок из исполнения Альбины Борисовой. Оружейные палаты, кажется.
послушали отрывок. Это из концерта вооруженной Архиповой. Там вот в зале сидел Владислав Кивко, который сюда приезжал. Позже и Альбина стала, значит, лауреатом премии этого же фонда. Но у меня была золотая медаль, у нее была серебряная. И, значит, вот мы выступали в этой оружейной палате, и сидел там сам вот наш Михаил Ефимович Николаев. И он очень хорошо выступил, конечно же, после, значит, нашего концерта. Ну, это одна из тех вещей, которые открывает обычно концерт. Потому что надо послушать акустику, приноровиться к ней. Поэтому выбираются вот такие медленные вещи, вот, которые настраивают публику, и в то же время слушаешь, какая акустика в зале. И в связи с этим вот рассчитываем свои силы в дальнейшем на весь концерт. Вот такая была у нас, такой был концерт. Теперь, какой вопрос-то был еще? Ага. Вы еще принимали 2 раза, вас приняли в ООН, в палате ООН, да? Ну, это не была палата, это был концертный зал, там у них есть концертный зал свой, с роялем, значит, и вот это вот все вот заслуга была, вот я рассказывала о том, что приглашение это вот, что называется, достал этот наш Валерий Шадрин, продюсер, и который вот организовал и первую премию, значит, нашему великому Ивану Степанову, вот величайший бас наш Якутии. И еще в дальнейшем он вот устраивал, узнавал вот про какие-то конкурсы, да, вот, и он же устроил сначала стажировку в Мариинском театре Айталине Адамовой, и она уже там, после этой стажировки, когда ее огранили, и все знатоки вот языков итальянского, немецкого, вот все же работают там еще и с выговором на иностранных языках, и вот она стала, выиграла золотую медаль и первую премию вот на конкурсе Чайковского. И еще вот, я думаю, заслуга в том, что он очень умел подойти и к членам жюри даже. Вот Валерий Филиппович, он нам организовал позднее, мне и Анне Дьячковской, которая вот готовила целую программу романсы Чайковского, Рахманинова, там, Бородина. И вот стажировку уважили Николая Чачава. А Чачава, он был в жюри вот конкурса Чайковского, вот как великий концертмейстер. И вот он, гуляя с ним, значит, и всячески, значит, вовремя там, в общем, очень, это большая работа была им проведена. Вот благодаря его легкости, вот такое общение, было создано определенное мнение вот об Айталине Адамовой. Она и сама очень хорошо выступала в это время. Значит, и то, что она выиграла эту премию вот на таком престижном конкурсе, такие победы, конечно же, надо организовывать подобными стажировками в Мариинке, в Большом и так далее. То есть наши певцы, они должны сначала, конечно же, вот окунуться в какую-то другую атмосферу. И, конечно, это и будет когда-то организовано. Но вот это просто... Это вот ряд побед наших вокалистов был, в принципе, организован Шадриным. Это я могу смело сказать, и мы благодарны ему за это. Сейчас и к вот нам... И за эту поездку, да, хорошо. Свою творческую говорите. Говорите. Что? Вот сейчас к нам поступило видео поздравления от Альбины Михайловны. Прослушаем его. Сейчас включаю. Так. Уважаемая Таисия Петровна, этот трудный, непростой 2020 год был насыщен
большими, огромными и разными событиями, одним из которых является ваш юбилей. В эти дни завершается этот год, посвященный вашему юбилею. Вы основатель и на многие годы бессменный руководитель, наставник и идейный вдохновитель многих хороших идей вашего музея музыки и фольклора. Я говорю вашего, потому что он создан вами. Он жил и живет вами, вашими мыслями, вашими делами, вашими усилиями. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, терпения, выдержки и неприходящего упорства, с которым вы достигаете всех поставленных целей и задач. Все, что вы задумывали, все, что вы планировали, вы воплотили в этой жизни. Благодаря стойкости, упорству, которое вы, наверное, получили с молоком матери и в мудрых советах вашего отца. Ваша легендарная семья внесла и вносит большую лепту в культурную, многоплановую жизнь нашей республики. И это не остается незамеченным. Я еще раз вас благодарю, как моего бессменного концертмейстера. Вот поступило поздравление от Альбины Михайловны, а мы продолжаем наш эфир. И сейчас мне бы хотелось поговорить про Анну Дичковскую. О, Анна Дичковская, она, знаете, вот отличаются совершенно два голоса эти. Вот если у Альбины очень такие, ну вот, сами знаете, какой голос, да, и с высокими нотами там, значит, и какой-то он, вот у нее, когда вот с ней работаешь, она все-таки очень нуждается вот в моем эмоциональном донорстве, да, вот то Альбина, ну как же, ну Фьори, ну Фьори, это цветы, значит, она как это вот у нее, вот эмоциональная ее часть, вот она нуждается в пробуждении, да, вот в каких-то допингах, рассказах каких-то, но если она это сделает, она сделает это на всю жизнь, что называется, вот именно каждое место, как я вот говорю, такое сравнение есть, вот как фигуристы в фигурном катании, они знают, где что надо сделать, и вот точно так же певец, вот, который со мной работает, он знает, что в каждом месте, как нужно сделать вот все эти нюансы. И вот нас разбуди ночью, и мы с теми же вот оттенками, что называется, вот с теми же темпами, вот и всем этой душевной подвижностью мы все это исполним. Но что касается, сейчас вот мы говорили об Анне. Анна, у нее голос совсем другой, хотя очень, ну, казалось бы, сопрано, но у нее столько тембров в голосе. Знаете, это столько живет там у нее персонажей в этом голосе, как она захочет, и вот она может включить вот любые краски. Это такая богатая душа у нее. И вот то, что касается вот особенно романсов. И вот каждый романс у нее это отдельная, ну вот отдельная пьеса, спектакль целый. Я каждый раз поражаюсь. И даже мой маленький внук, он был маленьким еще, значит, и мы занимались в комнате, значит, там тогда еще рояль был у меня, который я потом подарила Арктическому институту, да, вот, потому что он маленький, такой сильный был. Он разбирал весь рояль, уже клавиатуру вытаскивал. И вот, чтобы не случилось какой-нибудь такой вот катастрофы, не придавило бы все это ребенка, вот мы подарили его в Арктический наш институт. И вот она пела тогда вот Рахманинова романса, и вот «Сирень». Это такие тончайшие краски, это весна, и вот эта сирень, это запах передан ее фактически, и вот такая зарисовка невероятная. И ребенок стал вдруг тыкаться вот так лицом во все, там подушки лежали, и он не знал, что с ним происходит, и все вот, значит, очень был впечатлен, да. Он еще не говорил даже, он просто ходил такую. И потом я пришла как-то,
и он взял меня за руку, повел к роялю, я так обрадовалась. Я стала ему играть «Весенние воды» Рахманинова. Пальчики быстро бегают, а он как-то, он ожидал вот того кайфа, да, вот он ожидал вот того переживания невероятно тонких вот этих вот движений души каких-то, которые запомнились ему. И он довольно равнодушно выслушал мое выступление перед ним. И вот, да, вот это, вот такой вот удивительный голос у Анны. И когда мы подготовили ее к первому конкурсу, значит, в Италии для оперных певцов, мы поехали туда, там были приключения свои, что-то я перепутала, там какой день недели, и мы из Москвы вылетели на день позже, потом пока мчались до этого города, и потом бежали буквально на конкурс, и прибежав, спели вот все, что надо было спеть, вот, и прошли на второй тур, ну и на третий. Вот. И это было для меня просто поразительно, какая выдержка у человека, как она в любых условиях, что называется. Ну и вот дружим с тех пор, и вот эта программа совершенно вот сделала поклонником ее вот директора дома, усадьбы музея Рахманинова, вот, ну как называлась эта усадьба-то? Ну, боже ты мой. Вот у меня просто, ну, вот такое случается, да. И вот Александр Иванович Чермаков, вот, и он, конечно же, услышав такую программу в исполнении, в таком исполнении. Ивановка, музей-усадьба. Ивановка, ну, конечно же, Ивановка. Это родной наш музей. Породнившись, он даже, помните, приезжал к нам сюда на юбилей Анны Васильевны, да, и присутствовал на концерте, и вообще был... Он написал, он же попросил создать портрет ее, и вот и привез тогда ее портрет, заказанный художнику. Мы все мечтаем побывать значит, в этой в Ивановке. Сейчас там новое совершенно все, и сцена на улице есть, и все это все развивается. Это человек, который, он был учителем физкультуры, между прочим, поначалу-то. И когда он приехал учителем физкультуры в эту Ивановку, село, он увидел это разграбленное имение, он увидел полуразбитые дома, и вот он жизнь положил на то, чтобы... И он такой невероятный человек, он знал, где ремонт проходит в старых особняках Тамбова, рядом стоящего, да, и ехал туда, и выбирал эти кирпичи из вот эти знаменитые русские кирпичи, вот расписанные, да, вот из этих, значит, из росты все эти, он вынимал паркет стоял вот старинный, то есть он и рояли того времени собирал, он все собрал, и музыканты все подключились, и иконы тех времен, и мебель тех времен. Вот такой он вот удивительный человек. Прямо и в прошлом году, или в этом году, в начале этого года, он получил, наконец-таки, государственную премию России в области культуры. Все-таки вот эти, конечно же, я думаю, что эти 10 миллионов он потратил опять же на свою Ивановку, потому что такой человек, бессребренник, который живет этим музеем и только и думает о том, что следующее сделать, что воссоздать. И вот такой человек является нашим поклонником. И мы с ним встречаемся на всех вот наших сборищах музыкальных музеев. Мы были вместе в Воткинске, на родине Чайковского, и вот он там, вот, значит, очень хорошо говорил о нашем музее, и вообще. Вот. Потом мы ездили по музеям Австрии и Германии. Вот такая была поездка у нас. Причем мы действительно знакомились и с музыкальными лабораториями, звуковыми. Вот нашего Руслана Габышева туда повезти бы, да создать вот паспорт этого нового инструмента. Что касается и, значит, вот он, Руслан Габышев, возродил то, чего нет у тюрков. Тюрки
конечно, сохранили вот этот щипковый инструмент, вот казахи, да, свой кобыз, киргизы тоже, но утратили смычковый инструмент. А Да. он играет именно, у него поет это вот его кылта, да, вот этот И как раз сегодня инструмент. наши зрители увидят Руслана Габышева, играющего на своем инструменте в рубрике «Музейная». Да, музейная деятельность. Хочу напомнить нашу программу. После завершения концертной программы, концертной рубрики, концертмейстерской рубрики у нас начнется рубрика под названием «Музеи общины», а затем «Музейная деятельность». И там как раз Руслан Габышев продемонстрирует игру на своем инструменте. Аиза Петровна, я благодарна за ваше участие в нашем прямом эфире. А сейчас я хочу подключить нашу Анну Дичковскую. Хорошо. Итак, с вами я еще не прощаюсь, но выключаю прямой эфир, так как у меня гость Анна Дичковская. Спасибо, Аиза Петровна. Спасибо. Так, у меня в очереди Анна Дичковская. Хочу начать с поздравления. В этом году... Здравствуйте, Анна Васильевна. Сагам хиллер, да? Анна Васильевна, сагам хиллер, да? Сагам хиллер. Ага, келле, да? Ага. Бүтін бұхәфир бүтін бақтан ағаддаттан сағалықтың бағарабын. Бұйыл әйге Россия үтөйлі қартыға ден ат иңерілі бітінен идеті кістенік ағаддалейді. Ондан үкінді көрдік болдақытына Аиза Петровна бұл концертмейстерской үлетін ақтанатта ол егер Альбина Борисованы, онна үгілі күтті, Анна Васильевна күтті, қанды қораттарға хәджібітін, қанды кірелерін лабыр күтін кәпсе аңаста. Үтө күнінен әсет өгіл мақтабын тердігін ағардағы тейін, оны ме бәймақыттан бұл Аиза Петровнавын мен сама чугас кейбен, учуталбын, ағардалияқпен бағарабын, бұл кені юбилейді ақсылы түміктенін әрімден. Онаттан мен Аиза Петровнаны ақтын ағар боллақпына бастатан тұран әтияқпен бағарабын, мен бәйім горны ұлуғыттан кірі байы бәхөлекке онына төрән өскен әлбә оғылақылға төрә бүтім, онна насқоланы бүтірен барамын де үйрене бардағым де. Онна бұл кірер дақыттан ұлы реңін боламын, оттан бұл ұрыға тардығар әтім, ұрығыт болақпын бағарар әтім, ол бағабын толырын бұл музыкальны училищені бүтірен, институты бүтірен барамын келен бұл min jobbar Allah bu bahlavut idebin Aizа Петровнаны кытта көрсүбүтүм min жоллах түгеним болар. Бу Aizа Петровналын биге уже релабиппит сүббеттен таксасыл болла. Оны кини min наha соғырым дем бар. Aizа Петровна наha билилер. Кая багар өттүттен туақ багар туғынан иттаққа, туақ багар ханна багар музейгар таққа. Араз кораттарынан, араз дойдуларынан сырыттаққа. Кені наха билилер болан курук меген үйрете, такаян, курук ыян сирден беретчи ким болар. Онаттан бу күтікта бу идебер мияха кені олақ учуталым дирим олақ надалақ тоғы детаха мен сөтекі сақалы үйремет боламын, білі сақалы саңарар боламын, бу үрдікі искусстваға етенуча композитордарын, омук композитордарын, бу айымнеларын толырорго, қайдақ бу ес қоғанын көрәчігі тірердерге, деген барытын кені білі Тораттан истен, өчөй батык бахаран,
толорон беретчи, onun олох макталым ден улахан. Оны бу үддүк сеттихилерим бу Айза Петровна кыттатын үлеләбит биттен кини үлетин түмүгө эме дияппын олох сөттөх диханыбы. Бегеттен бастакы улахан гастроллар бит биле важа чачава тогнан этен хадта Айза Петровна онна стажировкаланан бараммы доттан беге де бэбитин билинен Италияннан иңин конкурстарга жибыппыт. Онтон 2010 сыллаха бу ассоциация музыкальных музеев тен бу ассоциация бегине бастакы всероссийский фестивалигар ыңыран сольный концерты бутын көңүлден бу беги Федор Шаляпин атынан музейга Москвага бастакы концерт бутын бербиппит улахан сольный концерт бутын. Онтон бу ассоциация бегине сөбүлен ду декка сылайы круг ханна биле конференция ханна отон белелер сирдеринен бегине ыңыран концерттан сүрдәгән бегине өйөтө дибин диханыбын онуттан хамактанабын бу ассоциация директоргер Михаил Аркадьевичка Брызгаловка онна мағаны Айза Петровна этен харбыта эти Ивановкага бар дом музей Сергея Рахманинова Александр Иванович Ермаковка. Бу бегетинне концерты бардахпытна эти Россия городтарынан Саратовскай, Тамбовскай областарынан итинне городтарга обязательно били музыкальный училищеларга, колледжтарга или филармонияларга эбехет концерттын толрачыбыт. Онотон 12 сыллахка Японияга саппара коракка сыджыбыппыт. Онна мне эти исторический музейдернан иңин туфты сүрдәгән оны мына көрөн сөгөн. Онна мне бардын меха биле музей хас музейга тахпытайы Айза Петровна меха олох бәте гид куртук бардын жабыхаран бардын кепсен беретчи. Онотон то бу Бакуга Азербайджанга Джаммат Орехова Зуева ден эти городтарга Камешкага ким Бородин музейгер сыдбыппыт. Итегирдик олох бары эти Россия музыкальный музейдеринен бартынан сыдjan концерта быппыт. Оннатон тохтяхне эти Айза Петровна хас биддити романстарга сүрдәгән эти меха исхонын билен учалы кохан боллады, кохан курдугактаран бартын исхонын кайдах хас бидди тылыгар тие ыртачы. Махан дирегеней кинилин үлелир самый жолла самый үйерер түгеннерим меха биле концерт болбакка меха репетиция кемнери болачылар. Онно же беге олох арылламы диккен олох же олох де арахнай маннык биле нюанстары арахнай биле туактары тон биле оттенактары кайдах биле ити бартан учалы тылынан да боллар оттон тух депни кайдах оттон истечиге тирдек койбун кайдах кийини биле олорон эрен истер киймене ырын истер курдук истибетин надатыгар биле кене ме кадыр дуухатын оньотон ду манна кадыр кене ме бихини кытпияха кыттыган ити кохан текстигере ме кирсен дибатта оннук эр ыллатакына ки зрительге кыджык кинерге күтүләк болаган кининер бейгини сөбүлүллер диханан турамыт бихеттон оннук олох каллан турамыт олох же белемленер чифт. Именно те улхан кораттарга барар бытыгар. Ота канада болду. Бияка бир драман сылыр боллаха бияка
сюда ухан түмүттэ хүле болач. Именно Аиза Петровна. Он Аиза Петровна туган бартын олох Нойзус бәтін өйгер тутан үйретере сүрдә миин сөктөрөр. Иче элбе харамансы арьялары бартын өйгер тутар. Анна Васильевна улахан мактал. Онна билигин эрде болдыктыпы курдук. Эн эгерде үргегим колгурдун көңүллен. Онан бу бүгүнгү прямой эфир битер келен, битер келен кыттыспекка эгерде нихин барга мактал битен берде бит. Мактал. Келен ер саңа жылынан баргытын эгерделибин. Эгине мие. Ити курдук биһиги эфир битигер келен ылжыттатылар Аиза Петровна Решетникова, Анна Васильевна Дичковская. Билигин Анна Дичковская толорутыгар тапталым энинигинден үретін қолбурбун көңүллен. Ити курдук эхигеннигитигер Анна Дичковская толорутугар тапталым эннигин ден запихи истенастыбыт. Манан биһиги быһа фирдербыт түмүктемметтер салгы эхи иннигитер тахсыхтара музей уанна общиналар ден уанна манысерге Аиза Петровна музейнай үлетин сырдатар рубрикалар. Көрсек хадери.